А вот без чего точно не смогли бы обойтись работники авиации – это информация о грядущей погоде. Сегодня у работников метеослужб страны двойной профессиональный праздник. Это Всемирный и Российский день работников гидрометео. И в честь этого знаменательного события в Якутске для школьников организовали соревнования под названием «Метеобой». Подробности в сюжете Оксаны Устиновой. Снегомер, термометр, барометр, анироид, анимометр. Все эти полевые приборы понадобятся ребятам при выполнении конкурсных заданий. Поэтому перед началом соревнований организаторы рассказали и показали, как правильно ими пользоваться. Выбрать ровное место, там, где снег не тронутый. Затем цилиндр снегомера перевернуть и вот этой зубчатой стороной строго-строго вертикально воткнуть в снег. После объявления старта команды побежали выполнять задания. Во время игры школьники научились определять температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, измерять высоту снежного покрова, вычислять его плотность и не только. Они должны определить погоду, наличие атмосферных осадков, видимость, облачность и форму облаков. Просто на глаз. Видимость, например, вот там до 50 километров видно, значит там десятибальные. Вот, атмосферные осадки, там снег падает, дождь падает. Вот, облачность, насколько тут облаков много, и просто их форма. Увлекательная игра понравилась всем ребятам. Они с удовольствием применили свои знания по физике и математике. Теперь они имеют немалое представление о метеонаблюдениях. Организаторы молодцы, очень хорошо сделали. Все было интересно, проводились очень хорошие мастер-классы. Нам стало интересно, мы заинтересовались этим. И нынче мы с руководителями хотим вот сами сделать уже метеостанцию. Поскольку у нас углубленное образование географии идет, у нас есть площадка специально уже подготовленная для этого места. В этом году мы займемся. От метеорологов зависит очень многое. Их прогнозы учитывают при проектировании зданий, строительстве автодорог. На них ежедневно ориентируются все, и простые граждане, и даже электростанции. Это очень кропотливый, каждодневный труд, который требует большого трудолюбия, большого вклада. Ну, а одна часть метеорологов, та, что обслуживает авиацию, от этого вообще зависит наша жизнь. Мы знаем, что если метеоролог неправильно скажет погоду, то это грозит катастрофой. То есть это еще и очень ответственная работа. В республике сегодня ровно 100 метеостанций, но по словам сотрудников этого мало. Некоторые метеостанции у нас находятся в 500 километрах друг от друга, тогда как для точного прогноза должно быть не более 150 километров. Оксана Устинова, Георгий Охлопков, Якутск.